Ну что, с Богом? Просто плывем, ребята. Охренеть. Вот это воды. Даже, блин, нахерачило сюда. Вот тут ее море вообще. Вот тут ее вообще кишит стоит. Ага. И она, главное, стоит в толще воды. У нее лудна стоит. Пришел сюда, блядь, пока прикормку не поставил. Ой, Кать, тут ее. Да? Потом, думаю, Просто море. Ну, живца нашли. Нормально. минут 5 начал. Прям по речке поднял. Живчик клюет страшно. За крупной пошел? А? За крупной? Ах ты, по голове. Полосатый. Что-то среднее попадаться стало. Что там такое? Что такое осень? Это небо. По ощущениям. Луками. Кто попался? Верхоплав. А, ну у меня вот тут попадается, но. А, полосатые подошли. Полосатые подошли. Сходу хватает.
ушла. Ушла, ушла. Ушла, ушла. Стоять. Ну вот, нормальный запас. Ну что, друзья, доброе утро. Я на сборах, родные. Все, еду. Время 9 утра. Собрался. Вроде ничего не забыл, ребят. Все по стариночке. На сборах. Тафалара 500, ребят, ждет. Он заряжен, конкретно заряжен. Немного вещей. 2 рюкзака, как обычно. Пила, топоры, лопаты, ребят. Жерлицы, живец. В хорошем количестве, ребят. Сегодня, ребят, в полночи вязал переметики, короче, не знаю, что из этого выйдет, ребят, посмотрим. Едем, ребят, на новую избу. На этой избе, честно скажу, я ни разу не был. Я знаю, где примерно она находится, но я там ни разу не был, вот отвечаю. Сколько раз хотел туда прийти, и постоянно она была занята. Также переживаю маленько, то, что она будет занята, возможно. Потому что изба известная, и часто там есть люди, охотники, рыбаки. Посмотрим, не знаю. Также еду на реку Сысову, ребят, посмотрим. Ну, так, немного непонятки, потому что это будет ближе дистанции, чем тот раз, когда я ездил. В прошлом ролике, ребят, вы видели, когда я ездил до села, до конца. Ну, расстояние побольше. Ну, здесь никакой дороги, буду ехать конкретно по снегу, буду бить дорогу, потому что я не буду объезжать, а хочу сделать напрямки. Ну, один минус, то что, ребят, второй день оттепели. Плюс 3 градуса, я в шоке вообще. Тротуары, ребят, смотрите, просто все растаявшие. Ну, здесь показывается 0. Но на том термометре я смотрел плюс 2. Как обычно, ребят, пару рюкзачков. Это продовольствие, это гаджеты, снасти, топоры, жерлицы, живцы. В хорошем количестве, ребят, не знаю, там штук 60 точно есть. Бензин, пила, топор, ну все как обычно, ребят. 9 утра, я на старте, стартую. Погода теплая, но есть ветерок. Все, ребят, грузимся, упаковываемся и рвем кофе. Погнали.
Охренеть, вот этот снег уплотнился, падаешь. Сани пришлось отцепить. Короче, не поднялся санями, рюхнулся. Уф, тяжело. Блин, вот эта поездка походу будет жесткая. Продолжаем движение, ребят. Да. Я там прозевал, короче, я там сам газ убрал, остановился, а потом уже начал буксовать, у меня ушла собака под снег. Надо было с разгону идти. Ну, буду знать на будущее. Иду по буранице, ребят, старой. Ну, более-менее, я не знаю, до какого момента она закончится. Потому что валится собака конкретно. Поездочку себе выбрал, блин, не в погоду вообще, конечно. Черную просто полынил, уже открыта вот эта тема. Смотрите, я вот пролетел, но ходу дал, и то вон вода вышла. Черная, это значит уже открыто. Собачка так в гору тоже, она буксует капитально, блин. Вот это вот теперь в феврале. Я к чему говорю, то что у нас как-то север, ребята. Греется собака, она потом чувствует, аж, ну, задыхается немного. Даю немного отдохнуть. Ну, вообще дорога ужасная. Ну что, ребят, остановился в таком месте. Кто скажет, ребят, что за балаган? Балаган Билайн. Это наша, ребят, такая пикниковая база. Мы с Илюхой постоянно приезжаем 9 мая, ровно в 9 мая, ребят, в День Победы. На вот эту старицу здоровую, Подкова. Реки разлиты, большой уровень воды, и мы здесь, ребята, отдыхаем. Сейчас сходим, посмотрим. Классное место. Весной, ребят, все затоплено. Вот этот остров получается как, ну, как остров. Вот этот лес, бор такой небольшой. Он получается закрыт весь водой со всех сторон. И здесь такой остров, и мы здесь постоянно приезжаем. Есть 2 видео на канале, ребят, посмотрите. Очень интересно, мы здесь готовим кушать, выпиваем, балдеем. Ну вот так, конечно, засрано, постоянно увозим, все убираем. Уже развалился, потерял, надо везти. Навес сделать, баннер новый везти надо. Банки какие-то. Кресло здесь было, вот от кресла уже ничего не осталось. Все, он разваливается. Так что, Илюха, если будешь смотреть, готовь материал, надо завозить. Я думаю, уже в этом году пойдем сюда на моторе. Дай бог. Ладно, перекур, ребят, небольшой. И отправляемся дальше. Такое ощущение по погоде, ребят, ну как будто апрель месяц. Вот реально апрель месяц. Офигеть, блин. Липкий, плотный снег. Здоровый. Я, кстати, все хотел зимой здесь посмотреть, побывать. Попробовать даже порыбачить. Ну, тут, смотрю, не особо. В этом году снега мало у нас. И не особо замело так этот остров. Здесь поставить палаточный городок. И заночевать здесь. Очень красиво, здесь прикольно. Недалеко, в принципе, можно добраться. Сейчас есть техника. С детьми, с семьей. Вот здесь просто не порыбачить, а сделать пикник. Здесь, ребят, ностальгия классная. Очень красиво, очень здорово здесь. Я думаю, как-то это надо придумать. Сейчас будет весна. Посмотрим, какая, может, ранее весна будет. Хрен знает, посмотрим, ребят. Ну, здесь надо привести ребенка, и здесь культурно отдохнуть.
ребята, промахнулся немного. Дорога буранится идет все вдоль Старицы, а мне надо выходить на поля. Там был переезд такой небольшой. Попробую по нему пройти. Да, вот он. Посмотрим, куда это приведет нас. Собака просто валится, буранится, падает. Капитально падает. Еду потихоньку, не спешовенько. Но хоть есть направление, это меня радует. Потому что здесь очень много канав. Блин, разворачиваться неохота. Вот здесь вот останавливался, видно, пошел на лыжах. Здесь много косача вот в Березняке. Кто-то, наверное, гулял, охотился. Я продвигаюсь далее. Капитально просто валюсь, ребят. Смотрите, что получается за мной. Вот, на дыбах просто сами становятся. Охренеть. Вот она, ребят, красавица, мелькает уже. Добрался. Ю-ху! И все верно сделал, ребята. Нормально, инстинкт не подвел. Примерно направление понимаю, что туда надо. И пошел. А буранец было очень много. Давай, стой, бурка, стой. Ну что, ребят, вот и добрался до своего заветного места. Изба где-то высоко, там выше, точнее ниже по течению, потому что течение идет туда. На той стороне, ребят, огромный пляж, который мы будем рассматривать и переметами, и тычками, и жерлицами. Здесь идет обрыв, свал, где я постоянно, ребят, ночую. Помните эти у меня сколько видео на канале? Ворон приветствует, привет. Ну, успокойся. Там дальше идет, ребят, свал коряжника. Там попробуем на жерлице на щуку. Сегодня есть червь у меня. Короче, ребят, живец. Блин, ну вот эта точка пятак. Большая площадь, на которой мы будем рыбачить. Сейчас заезжаю в лес. Отдыхаю. Ну, точнее, пью чай. Достаю, что мне нужно. Топор. Вырубаю тычки. Короче, работаем. Я не знаю, на лед, ребят, наверное, не спуститься. Там куча воды. Но здесь здоровый обрыв, но там можно съехать. Короче, вот. Добрался и здесь зимой. Красота, блин. Вот еще один путик, ребят, по которому я хотел пройти по лесу. Я обычно вот пешком хожу вот здесь. Ну, побоялся там ручей после таких оттепелей и решил в обход проехать. Но уже доезжаю до места. Какая-то бураница, ребят, идет, там надо посмотреть. Ну вот. Да, бураница идет. С другого села, так скажем. Вот есть, блин, охренеть, снега. Да, вот есть спуск на реку. Отлично вообще. Шикарно. Шикарно. Вот здесь галька. Ну, в принципе, есть все. Галька, песок, яма, обрыв.
У нас сегодня такое перспективное место, ребят. То бишь все близко, рядышком. И все такие местины. Мы будем смотреть, пробовать везде. Есть ивник. Вот куча, что вырубить тычки. Да, конечно, такая внезапная оттепель вообще взбудоражила меня на самом деле. Тяжело собачка прет. Ну прям не пешком, ребята. Шикарно. Кармашки закрывать надо. Тепло, блин, еду вообще без рукавичек, без перчаток. Охренеть, блин. Вот это февраль, блин. Но еще будет март. Будут утренники под 30-ку, наверное. А днем потом все будет таять. Жерлицы комплект достаем. Чайку хочу, ребят, с дороги. За прибытие, как обычно. Надо хапнуть чаевского. О, красота. Ваше здоровье, за прибытие. Добрались. Ну как добрались? Не добрались еще до зимовья, скажем. Но до места ловли добрались уже. Я как просто начал выезжать с дому. Вот так она. Просто как будто тает снег вообще. Между нами тает лед, походу, но переживать начал. Думал, блин, а если бураницы не будет? Все на дорогу топтать. Но я как бы не сомневался, что как бы присутствует. Просто до этого, до оттепели была буря такая, вьюга. Все перемело. Просто какие-то направления были видны. Барханы такие. Ну, нормально. Полночи вязал переметы, продольники. Не знаю, что как получилось. Но таким образом там у меня всякое разное. Не знаю. Вот угостили меня ребята. Привет, Андрюха. Если будешь смотреть, спасибо тебе за червей. Ребят, смотрите, какие красавцы. Выползки есть. В феврале есть выползки. Шикарно вообще. Вот такие, ребят, смотрите. Красавчики. А? Я думаю, налим. Если он есть, то он не пропустит такой деликатес. Вот у меня там поводки, крючки. Всякое разное. По расходу, ребят, ну, шикарно. Много вопросов после той поездочки. Она почти не ест. Ребят, это просто один из многочисленных плюсов этой техники по сравнению с бураном, там, снегоходом. Минимальная еда ионная. Ну, просто он вообще, ребят, толком не ест. За такую дистанцию шикарно вообще. Я очень доволен, потому что, ну, как пила, бензопила, реально бензопила. Тут вот такой палисадник есть. Нам надо тоненькие. И так, метра 3-4. Я думаю, вполне достаточно, потому что, ну, глубина небольшая, как мне помнится. А если будет слишком глубоко, то буду ставить жерлицы на катушке 10 метров. В любом случае дно найду. Короче, вот такие дела. Так, в лесу, ребят, пахнет прям по-весеннему. Вот реально по-весеннему. Шикарно вообще. Ай, балдею просто. Ну вот, стоят тоненькие. Там где-то рябчик свистел. Свистят уже бродяги. Вот такие нам. То, что надо будет вообще. Сухая. Вообще сухая. Ну сколько, считай. Оп. Ну нормально. Метров 5 есть. Вот такие нужны. Всякие разные тычки, палки.
Да, сегодня вот этот день, ребят, вплоть до вечера проведу на реке. Все буду устанавливать, заниматься делами. Вот такими делами. Установкой. Смотреть места. Короче, чисто целый день убью вот на такие занятия. День сейчас длинный. Времени хватает. Нормально. Все успеваем. Успеваем все. Вот туда ее. И вот так. Раз, два, три по почкам. Раз, два, три по печени. Потерпи, браточек. А мы тебя подлечим. Вообще прям возле бураницы. Ивник стоит. Сколько хошь. Ништяк. Вообще ништяк. Ивничок стоит. Так, ребят, ну что, заготовил наши тычки. Не знаю, сколько штук. Но сегодня у меня помимо живца будут черви еще. Разные будут снасти. Точнее, разная насадка. Вот так на бураницу наложил. Сейчас вот сюда приготовлю. К дорожке накидаю. И зацепим потом. Подтащим. Единственное, надо курточку скинуть. Фух. Жарковато. Прикупил бушлатик себе новенький. Такой нормально. Тепленький. Вот так вот. Апрель месяц, как капитально. Аж сырой весь. Вот так вот. Такая нормальный возик получился делового. Сейчас веревочкой хопа и вытащим. Веревочка есть. Петельку сейчас сделаем. Опа. Я думаю, утащу. Ничего страшного, лишь бы веревка не порвалась. Снег плотный, затянет. Веревка лопнет. Попробуем вытащить. Не знаю, не порвется ли веревка. Посмотрим. Ладно. Самое необходимое, ребят, то, что надо мне на реку. А так все оставляю здесь. Я думаю, ничего не пропадет. Да, и я рядом буду. Если какая-то техника пойдет, то я услышу. Взял у Мишки сегодня, ребят, 130-й на вот такие дела. Потому что буду ставить перемет, но сотка там точно не пойдет. Не знаю, как ножи. Но один нож вообще в хлам. Ё-моё, блин. Посмотрим.
получится у меня бурить, нет. Бур новый, скажем. Где-то ножи он ухандакал. Ехаем с Богом. Давай, кормилец, вези нас на речку. Вроде нормально. Такие баланы, ребят, здесь лежат. Нормально. Воды на льду мама родная. А проверим. Есть водичка, да? Но это не столь важно. Нормально. Вот галищик тут, ребят, здоровый. Там пляж. Ну-ка посмотрим, что у нас с буром, блин. Что-то я переживать начал капитально. Воронё. Воронё ругается. Ну, воды, да, вода есть. Ну, оттепель. Даже если гусянка забьется, то нормально. Она не замерзнет. Ребят, не бурит, короче, ни хрена. Придется поправлять ножи. Бруска дома не было тоже. Будем Серегиным методом пробовать. Ножом. Беда да беда, блин. Пробовал, короче, этот бур, блин. Охренеть. Мишаня, ты подвел меня капитально. Позвонил сейчас Женьке. Есть связь, благо, ребят. Здесь недалеко село Межадер. Попробую. Женьке позвонил. Женька, говорю, выручай, так и так. Подвези. Получается, по лесу я сейчас режу. Вот там есть дорога. Не знаю, как ручей пройду. К асфальту попробую выехать к селу Вочи. И Женька привезет мне бур. Связи позвонил. Сейчас все, ребят, оставляю. Здесь капитально оставляю. И еду, что? Еду по лесу. Лечу к Женьке. Женька привезет мне бур. Нет слов, братва. Нет слов, блин. Сам виноват, брат. Ну, базара ноль, сам виноват. Ну, как быть. Хотя бы брусок надо было брать. Ну ладно. Я думаю, час, ребят, дорога у меня убьет. Ну, Женька поедет на машине, сейчас как раз Женя на обеде. У меня, говорит, есть, Андрюха, свободный час. Я говорю, Женька, выручай кореш. Потому что надо было у Женьки сразу попросить новенький бур у него. Женька купил, блин. Да. И свой не взял. Главное, свой не взял. Смешно, просто смешно, блин. Не знаю, как пройду. Попробую пройти, конечно. Так, нож с собой возьму на всякий случай. Мало ли волчары ждут, там меня поджидают. Тычки я отцепляю. И лечу к Евгеньевичу. Ну что, ребят, попробуем, не знаю. Будем срезать. Через лес, в тайгу. Вот это приключухи, погнали. Есть какая-то тропа старая. Но я боюсь за ручей. О, блин. Капитально здесь придется помучиться. Опа. Есть старенькая тропа, нормально. Вот рябчики, ребята, рябчиков много.
кровожадный ручей, за который я боялся. И что-то тут у нас печаль какая-то навалила, блин, деревьев. Деревья навалила. Проехать где-то смогу, нет? Боком. Когда бабахнуло. Конкретно бабахнуло. 3 сушины, блин. Просто лопнули. Так. Надо как-то боком там пройти, попробовать. Проехать, ребят, не могу. Здесь корни, вода везде. Берем вот таким образом. Здоровье пока позволяет херней заниматься, как скажем. Поехал налегке, думал, все нормально будет. Пожалуйста. Сейчас ураган был на днях. Вот, завалило. Хорошие дрова, скажем. Вот так. Потихоньку. Фу, ребят, проехал. Вот сушины, бля. 3 штуки упало. Нормально, ручей замело хорошо. Есть водичка немножко. Надо сбоку объехать. Женька, бля. Здорово. Свежий. А? Не клюет, бля, слышь? Я такой клёв, слышь? Женька красавец. Выручил меня. До Очи, ребят, доехал, короче, охренеть. Сейчас разворачиваюсь и рву когти обратно. Там попадал в пару мест, конечно. В воду нырял там. Ну, нормально вроде. Ехал. Стоять! Стоять, Казбек! Нормально, там хапнул, конечно, водички. Ну ладно. Фу. Вот это покатухи по тайге. Красота, блин. Да. Ну что, ребята. Попытка номер 2. Пью чай. Потерял час, наверное. Ну вот тут срезать можно было, но я боялся за ручей. Не, нормально. Можно ходить. Шикарно, короче. Можно двигаться. Попал там в пару раз, блин, в лужу такую. Тайга не замерзшая, блин. Лысянку надо почистить немножко. Вот так тепло вылетает. Обратно все нормально. Да, благодаря технике рыбалка продолжается. А так бы все, сливайся. Что, ребят, добрались. Все, начинаем рыбалочку. Расстановочку. Ну-ка. Ну, другое дело. Вот это бур, я понимаю. Сырой лед, правда. Походу, набуримся тоже сегодня. Надо раздеваться. Это бур, да.
Бур так бур. Сейчас буду смотреть глубину и так далее. Ну вот пятак наш. Вплоть до этих обрывов. И возьмем еще коряжника немного. Буду брать по одной тычке и смотреть глубину. Здесь галька. Там песок. Глубоко, ребят, смотрите. Метр, два, три. Походу шуга, бля. Зашуговано. Ага. Шуги море. О, сколько шуги. Посмотрим. Да. Интересно. Буду знать, что такое свал тут по центру. Да ладно. Хрена себе. Че, серьезно, что ли? Вот это, да? Практически около берега стою. Вот тут галька должна быть. О! Блин, и то капитально. Раз. 2 метра. Отлично. Тут и буду ставить. Фига свальчик. Капитальный, блин. И шуги нету, нормально. И чистая вода. Хорошо. Так, ну чё? С чего начнем? Начнем, наверное, с поводков просто. А потом по-разному будем смотреть. Навязал так, блин, на всяко разному. Мотовилок не было. А так на газетку намотал. Да, в принципе, какая разница. Тут у меня тройники, одинарники. Всякие поводки, ребят. Но больше тройники. Где тройники буду ставить живца. А где одинарники будем смотреть. Вот одинарничек. Поставим сюда, наверное, червячков. Поставим сюда червячков. Раз. Два. 2 петельки. Вот так затягиваю. Вот так вот. Ну и что, червячков поставим. О, какие красавцы. Да. Ну тут помимо, ребят, налима всякая рыба может попасться. Ясь, голавль, лещ. Почему нет? На сане побольше. Капитально, да. Капитально сделаем. Вот такой пучок. Я думаю, налиму понравится. Течение присутствует. Вот чувствуется галька. Блин, ложит. Нормально так ложит. Загибает. Ну, ночью тепло будет, не замерзнет. Вода сразу выходит с сумки. Тут уже поменьше, ребят. Там провалился. Здесь уже поменьше. Ну, нам глубину, в принципе, не надо. Мы все-таки ставку доделаем на налима. Приехали за налимом. Так что глубина сильно не надо. Он на мелях ползает. Так, ну что, живца поставим. Живцов кучу наловили. Всяких разных. Плотвички и окуни.
И верхоплавки, и ельцы. Короче, разные, ребят. И ерши есть, вон. Какие кабанчики. Давай, брателло. Найди-ка там нам хорошенького мусика. Рябчики, ребят, поют. Красота. Вон тут какая-то струя, бровка, течение. Здесь уже не такое течение. Как-то по ходу течение так идет. А ну да, правильно, вот. Свал идет. Угу. Ну, течение. Голова может попасться. Ну что, вот здесь такой галечник. Там уже кустарники идут. 5 штучек поставил. Вот эти 3 штуки вообще красиво стоят. Вот это свал тут идет. И здесь чуть-чуть отошел от берега. Тоже глубоковато. Блин, нифига свал, оказывается, здоровый. Я что-то думал, галечник, он медленный. Это, оказывается, значит, там сразу идет свал. Буду знать для себя, очень интересно. Передвигаемся дальше. Сейчас поеду, вот тут обрывчики. Так тоже рядок сделаю. Потом песок будем брать. И там наше заветное место. Ну и, конечно, коряжник. Как же без коряжника. Тут ручей, ребят, выходил. Мы, помню, с Пахой здесь ночевали. Я вот ставил доночки. А у него где-то вот здесь первая донка. И уже в ноябре, уже снег был. Паха поймал вот такого головля. Я там сделал поводочную такую доночку. 3-4 поводка. Посмотрим, хватит такой нам высоты. Не хватит. А еще можно замастырить здесь одну. Не достал. Не достал, ребята. Ближе надо. Хрена свал здесь, блин. Кстати, ребята, у меня вот такая снасть. 3 поводка. Но вот говорю, вот грузик я не сделал. Это очень плохо. Мишанька привез, послал вот такие заводские поводки. Вот такой крюк, ребят, смотрите, интересно. Здесь и глубина хорошая, и пляж. Поставлю я крупных живцов. Капитально крупных. Возможно, окуней. Ну, проверять так проверять, что. Чтоб тянул, во-первых. Вот. Первый окунь. И вот так потихоньку сейчас он будет тянуть. Буду отправлять. Короче, там в шугу попал, ребят, пришлось перейти. Вот тут такое местечко тоже хорошенькое. Здесь надо парочку поставить. Галька отличная. Свал, лес. Нормально. Сейчас здесь по пятака я немножко поставлю. Воды, правда, до хрена. Ну ничего. Потихоньку продвигаясь. Вот моя линия вдоль кромки вот этого леса. Вот здесь я рыбачил много раз налима. Здесь галька смешанная. Попадается какая-то кочка. Без разницы. Ну, дно такое непонятное. Иду к своему обрыву любимому. Уже рядышком. Так постепенно втыкая разные поводки, одинарники, тройники, живца. Ставлю червя. Вот тут хорошее место такое мне понравилось. Есть галька и течение. Вот здесь бы перемете, конечно, лупануть. Ну, посмотрим. Сейчас, может, проеду. Реально и поставим перемет, ребят. Легкая, ребят, работа. Это не рыбалка, это как промысел, потому что целый день работаешь, трудишься, а на утро потом едешь, проверяешь. Самое основное это вот установка, тяжело. Проверять ты, что там достал, все быстро. Просто с техникой реально появляются новые рыбалки, новые места вообще. Такие красивые пейзажи. Шикарно вообще. Перемещаемся. Затянули. Поехали.
Воды много вышло, ребят. Переметика. На майну, ребят, с лункой это не дело. Не проходит. Затягивает, крючки зацепляются. Надо, ребят, майну, короче. Все это, конечно, интересно. Ну, блин. Надо майну. Не получится с переметом. Надо пешню и выдалбливать майны. И тогда будет нормально с переметом. Так-то затея интересная. Ну, увы. Все зацепляется. Стягивает. Короче. Хороший котелок к чаю, кстати. Ладно, есть еще палки. Поставим, есть поводки, поставим тычки. Да, обидно, с переметом не получилось. Ну ладно. Заготовил побольше тычек. Поводки вот отрезал. Готовые, потому что уже были. И ставлю. Тут, кстати, самка рябчика пищит. Аж так завывает. Думает, уже весна наступила. Где-то течение, ребят, попадается. Вот смотрите, вот рядом ставлю, потому что пятак очень хороший здесь. Я прям на него надеюсь капитально. И часто буду ставить. Ну и сейчас жерлицы потом там еще. В самом основном месте там такой закуточек песчаный. Там будем еще жилички поставим. Что-то как будто, ребят, маленько не успеваю. Потому что еще коряжник хочу на щуку поставить, попробовать. Я еще избу не нашел. Дрова, не дрова. Ладно, в избе там уже с фонариками там можно будет. А еще дрова. Много делов. Делов много. Не знаю, успеем, не успеем. Попробуем. Последняя жерлица, ребят, на этом плесе. Единственное, течение туда, если налим возьмет, полная размотка, он найдет другую жерлицу. Вот это будет печально. Но иначе никак здесь. Это эксперимент, будем пробовать. Немного почистил ведро. Вот верхоплавка, ребят, слабая на живца, конечно, капитально. Он еще еле шевелится. Окунь так вообще задыхается даже в ведре. Посмотрим, последняя жерлица. Кто придет ночью сюда? Тропа Лисия, он идет. Посмотрим, подруга придет сюда, нет, покушай. Фу, ребята, капитально замучился уже, реально, блин. Замучился уже, да? А еще делов столько. Не знаю. Будем надеяться. Ну, коряжник тот, блин, хотя бы пяток надо там поставить. У меня старые жерлицы есть с большими тройниками, с хорошими поводками большими. Я помню, там такие щуки ловились. Надо, ребят, попробовать. Надо не лениться. Тогда будет результат, я думаю. Ладно, еду. Ну, давай, плесик, не подведи меня. Конечно, почистил. Но зато все взял. Капитально.
места такие вот. Тут надо тоже поставить. Немного жерлиц. Посмотрим. Гусянка забилась, блин, не едет нифига. Надо будет на бураницу выехать. Перевернуть, почистить. Ладно, что, начинаем. Все, ребятки, последняя жерлица в этом плесике, так называемом. Тут такой свал хороший, все в корягах. Мы здесь когда-то ночевали. Я просто вот, видите, так ветка, да? Я вот просто такую рогатульку накручивал и без груза плотвичка вот так плавала. Вот такие щуки попадались. Это было, правда, давно, очень давно. Песок весь в шуге. Вообще капитально весь в шуге. С песком не получилось, но зато у нас яма, галечник и коряжник. Не знаю, посмотрим, что из этого выйдет. Ну, везде присутствует нехилое течение. Блин, мне так не нравится все это дело. Покрупнее что-нибудь лупануть. Течение, конечно, такое не детское. Но что сделать? Все, ребят, доработал, так скажем. Все, надо ехать, заниматься делами. Надо гусяночку сейчас сначала почистить. Руки уже не держат. Ребят, я набурился, знаете сколько? У меня, наверное, сейчас правый хук просто отработан на раз-два. Блин, возле берега такая глубина хорошая. Сразу свал идет достойный. А я что-то уходил, боялся. Вот так вот. Фух, ну все, сделали дела. Конкретно хочу выпить чая. Здесь, вот, кстати, шалаш. Видите, ребят, здесь на удочке хорошо рыбачат, тоже леща ловят. Потому что сразу свал, а лещ тоже ходит, кормится. Живца еще, дай бог, осталось. Сейчас выезжаю на бураницу, пью чай, чищу гусянку и в поисках избы будем искать избу. Опа! Фух, ну вот, ребят, как хочу пить чая. Блин, тут тяжелая работа, я не знаю, вот сколько я на реке был. Получается, час я потерял. Ну, час потерял езды за буром. Полчаса, наверное, я пытался их подточить как-то. Но видно уже такие сумерки. О, 4 часа, офигеть. Да, вот это я в упор, вообще в упор. В 5-6, но сегодня пасмурно, рано потемнеет. Ну все, сейчас в поисках избы. Не знаю, сколько еще придется проехать. Как бураница поведет, не знаю, посмотрим. Все, едем на избу. Будем искать. Нормально удалился уже, ребята, от речки. Там курья какая-то, старица. Ну, наверное, подъезжаю, потому что ну, избы ставят вот на таких местах, чтобы заниматься промыслом. Нормально накатанная такая бураница. Хорошенько тут катались. Вот курья, да, уже виднеется хорошенько. Вот. Места хорошие. Пока еще не вижу. Целая куча, блин. Куда ехать, хрен поймешь. Съездим туда, наверное. Это натоптано там хорошо. Блин, вообще не могу понять, куда ехать. Да. Могу найти избу. Знаю, что примерно где-то вот она здесь. Блин, ну уже туда съездил, блин. Сильно не покатаешься, что-то с топливом тоже так не особо
подрасчитал. Снег мягкий, еле едешь. Еще одна развилка, но уже темнеет. Блин, позвонил соседу, который здесь рыбачит, охотится. Короче, не объяснил он мне. Ну, походу не захотел просто объяснить. Капканы у него тут на волков стоят, короче. Ногу поранишь себе и так далее. Блин, не знаю, ребят. Сейчас попробую еще тут крутануться. Не знаю потом, что делать. Будем решать вопрос уже. Темнеет надо. О, ребят, это капец, блин. Такой чупыжник попался. Капитальный. Кое-как выехал, блин. Пришлось зацепить сани. Туда без саней гонял. Не могу найти, и все. Там в шиповнике застрял, блин. Вообще, короче, не знаю, что делать. Как быть. Гусянку вообще он в хлам заколотила, блин. Курья вот. А где? Блин, не подготовился нифига. Да и не показывает. Надо военные карты, чтобы примерно знать. Вроде здесь где-то. А найти не могу. Так и бывает. Она где-то стоит вот там за сосной. Следов нету свежих. Короче, еще в начале посмотрю. Нет, буду думать что-нибудь. Самку заворотила, блин, капитально. Гусяночку капитально заворотила. Полный газ даешь, блин, она не едет. Нифига. Так, фонарь надо достать. О, полная, блин. Такие вот, ребят, потом получается камыли. И все, не крутит нифига. Вот этот снег сырой, блин. Сырой снег. Забивает капитально. Потом натирается там. И вот такие булыжники получаются. Между катков забивается. Вот так буду чистить сейчас, пока почищу. Темнеет, блин. Не нашел ни хрена. Что-то вообще как-то неудачный выход получился. То бур, то перемет хотел поставить. Тоже как-то не подугадал. Ладно, сейчас потихоньку почищу вот такие штуковины. Надо, ребят, пересечь речку. Там недалеко будка стоит. Не знаю, в каком состоянии вообще. Я там тоже ни разу не был. Но летом там пастухи коров пасут. Доночки наши стоят. Давай налим клюй. Это тут, ребята, должна быть. Ну тут ручей такой мощный. Мама родная. Если там я нырну, блин, там все, я там не вылезу никогда в жизни. Фига тут места, блин. Ну, какая-то будка, ребят. Какая-то будка есть. Охренеть, блин. Кто-то я катаюсь, блин.
забор тут, смотрите, лавки. Что, пустят меня, нет? Лодка. Да. Вот этот я могу. Дрова какие-то завезли. Походу. Посмотрим. Лодочка маленькая. Железная такая будка. Пила вон. Какой-то подсачник. Дырявый, правда. Скамейка. Деревянная печка. Походу сети сушат. Рюмки везде есть, блин. Черпалка. Кушать, варить. Ну, мусор в мешках. Молодцы. Все правильно, красиво. Снега вообще практически здесь нету. Тут еще какие-то тут сети, блин, валяются. Пленка какая-то. Что, типа багорика, что ли? Интересно. Ну ладно, пройдем внутрь. Галоши, кеды. Но открыто, не на замке. Просто думал, что на замке. О, вот это, блин. Буточка, блин, так буточка. Такие нары. Мусор, бутылки валяются. Грязно, конечно. Мыши вон тут ходили. Такой теремок, охренеть. О, мышь видали, ребят? Пролетела. А мыши, они везде лазят. Все, засрали, блин. Страшная изба. Страшная. Магнитофон какой-то. Музыку слушают. Печка есть. Печка есть. Какие-то доски даже. Муравьишки какие-то. Блин, ну не возвращаться же домой, ребят. Сейчас по темноте. Это же капец как тяжело будет. Блесна самодельная. Да, короче, не особо богато, грязно. Так, все темно, ребят, уже что. Походу быть мне здесь тормозить. Гвозди, весла маленькие. Убираться, конечно, мыши ползают. А что сделать? Что, даже свет у них бывает, что ли, здесь? Генератор, походу, проводят или что? Второй там светильник. Ну, могли бы получше сделать. Вот такие крылья на лодку сделали, чтобы не переворачивалось. Что с дровами, посмотрим. Ну, так, походу, на машине привозят. Угу. Всякий хлам. На машине привозят. Ну, красивые здесь такой. Сосны такие красивые. Вот у меня получается рыбные места, так скажем, недалеко. Нет, все растаяло даже, блин. Да. Ну, есть бревна даже. Можно подъехать, напилить бревнышки, наколоть. Будут дрова. Ой, блин. Да, вот это я, конечно, все как-то
Не так, как хотелось, конечно, но что сделать? Сейчас подумаю, посмотрим. Сейчас, ребят, определимся со свечухой сразу. Тут что-то так, по-всякому сделаем. Не вижу, гвозди есть какие-то. Вот так. В этом углу сделаем свет. Так, это у меня фонарь, если что, не знаю, пойдем на стук, не пойдем. Что-то у меня сил вообще, ребят, никаких. Так. Сюда в угол забодяжим куда-нибудь. Не вижу нифига. Куда-то надо пришмандерить. Куда-то в этот угол. Освещение. Так, пока чтоб светло было. Вот так. Что, ребят, начинаем растопку. Посмотрим, вообще гореть будет, нет. Печка эта. Хлам там всякий накидал, блин. Валяется столько мусора всякого. И труба здоровая. Тяга должна быть лютая быть. Дровишки есть вот маленькие. Сейчас растопим. Да. В таком еще месте я не ночевал. Ну что поделать. Домой тоже далеко ехать, блин. Хоть тут перекантоваться-то, наверное, сможем как-нибудь. Печка загудела, ребят. Ну вот, матрасы там, конечно, хламевые. Но тут курки есть вон такие хорошие. Меховые, бля, муха. Фирменные, бля. Так хоть что-то, я не знаю, сделать. Они хоть чистые, такие более-менее. Тоже угол, ребят, забил. Чтоб этот не дуло там, потому что ветер с той стороны. И этот, как, нашел метлу такую интересную. Ну тут под вещи сделаю. А здесь основные вещи, которые нужны будут. Коптит, блин, печка. Тут подмету. Тут уже этот нормально разложусь. Что просушить надо будет и так далее. Я убрал котелки. Тут стояли. Вымыл воду. Все, тут такой уровень воды нормальный был. Ну вот парчик прекратился. Надел налобный фонарь. Ну нормально, что. Говорю, чистенько стало. Перину себе сделал. Потихоньку все вымыл. Полы все вымыл. Конечно, тут черти где жрут, там не срут. Так разве можно вообще? Вроде все готово. Сделал спальное место. Убрал со стола, там столько всякого мусора было. Посуда какая-то ихняя там у кого-то оставалась, там все. Ну я как бы не выкидывал, все убрал, там ложки, там ножи вон посылал туда. Углы затарил вот так, чтобы не дуло. Здесь освободил нары под свои вещи. Печечка все растопилась, все шикарно. Так подмел, ну так более-менее конура такая пойдет. Перекантуемся, братва, а что делать? Не нашел я избу, хотя вот звонил я знакомому, так скажем, и вот он мне объяснил, короче, промахнулся, и она интересно спрятана, так получается. Ну, короче, я уже в теме там уже не стал, короче. Я знал, что здесь вот такая штука есть. Ну, думаю, на крайняк уже съезжу, если нет, то я не знаю, уже домой буду рвать когти. Ну, ночью поеду по лесу, по тайге, думаю, ладно, хрен с ним. Вот растопился, нормально, что. Сейчас заготовлю дров, там, видели, да, показывал, целый куча там всякого разного. Напилю, пила есть, и что,
температура нормально позволяет, можно жить, можно кантовать. Сжигаю мусор сразу тут, нагреб всякого разного. Чистота, порядок будет. Хрена у меня тут шиповника. Вот там, ребят, заехал, конечно, капитально, блин. Дур надо занести. С топором все сушить надо. Вон дрова там куча есть. Не пропадем. Борчик пускай отдыхает. Женька, благодарен еще раз себе за вот эти вещи. Тут всякие доски, ребят, есть, смотрите. Конечно, мужики, извиняйте. Немножко возьму на ночь. Так получилось у меня. Притащил, ребят, досочки там, что-то там было. Вот такие полтинники нашел, бревна там. Так что потолще были. Пельнякаем. Будем в таком теремке ночевать. Значит. Нормально будет. Сразу подложить надо. Прогорели уже здесь. Ну тут нормально, воздух поменялся уже. Хорошо стало. Тепло. Ну, на ночь хватит. Такая оттепель, охренеть, блин. Ну вот, дело сделал. Тут уже осталось дощечек немного, пару баллонов. Руки помыть и ужином заниматься.
Ну все, вроде нормально. Что, ребят, наконец-то присел так спокойно. Ну все, вроде дела сделал. Ну как дела? Такие дела, какие-то бытовушка небольшая. Дровишки заготовил. Нормально. Ну тепло, сильно топить не надо. Вон дверь у меня открыта. Ну и так, чтобы сохло. Все равно сырость есть, запах такой неприятный есть, присутствует. Ну вот говорю, перевернул вот это сухое, нормальное. Две такие шкурочки. Буду на них сегодня отдыхать. Так, прилягу. Время у нас 8 часов. Ну вот 12 часов, ребят, на ногах. Вообще ничего не ел. Голодный, блин, вообще страшно. Надо перекусякать что-то. Сейчас сварганю что-нибудь быстренького, пожарю. Не буду там заморачиваться. Хотел там сегодня что-нибудь нормальное приготовить, такое вкусненькое. Да, сил уже нет. Набурился столько. 130-м асфальт тоже, ребят, делов. Сырой лед, мама родная. Ну хоть и... Ну еще новый бур, лезвие хорошее, он вгрызается вообще, блин. Вчера еще воз дров перетаскал, блин. Сегодня вонок, не знаю, ну нормально вонок сделал. Катался, мотылялся, собаку таскал, короче, перетаскал. Чувствуется нагрузка и силы такие, ну, руки такие болят даже немножко. Ладно, пускай сохнет. Хибара, конура, как ее назвать, еще не знаю. А мы сейчас что-нибудь замутим. Так, салфеточки, батареечки. Надо потом заряжать будет все дело. Хлебушка. Взял такие отбивные, ребят. 3 штучки. Сейчас, наверное, их пожарю. Ну, наверное, и все. Чай с конфетками. Кофе 3 в одном на утро. Так, тут сальцо еще есть. Продукты в сторону пока. Да, отбивные. Сейчас быстренько пожарю вкусняшки. С хлебом поем. Нормально. Ладно, ребятки. Надо перекусить. Это что-то реально уже 12 часов на ногах, блин. Силушки-то подисходят. Немного маслица нальем. Вот такие, ребят, отбивные получаются, куриные. Вот они такие. Кунжути еще. 3 штучки сейчас поджарю на сковородочке. И нормал будет. Покушаем. Как-то реально проголодался, блин. Сегодня тепло, блин. Типа как наггинсов, ребят, получится, да? Что-то типа нам такое, типа, что-то вроде такого. Огоньку рубаем. Подгорало. Ну что, вроде готово. Быстро готовится. Ага. Включаем. Ну что, родные, давайте мы попробуем курочку нашу. Можно есть, ребят? Ну, большие наггинсы. Нормально. Всем приятного аппетита. Кто-то в ресторане, кто-то дома, кто-то там где-то еще. Я сегодня вот здесь тормознул. В таком даже не зимовье, а я не знаю как сказать. Ну, все функции исполняет. Тепло, жарко вон даже.
Дверь не закрываю. Ну, на улице Ташкент. Сегодня сильно можно не топить. Ладно, кушаю. Знаете, что тут интересно? Получается, на возвышенности связь как бы местами была, но здесь даже проскакивает интернет 3G. Вот. Можно на ютубчике что-нибудь покумекать, посмотреть. Микрофон сегодня не взял, ребята. Ну вот так, если сильно не шевелишь, то вот интернет есть местами вот так. Поставил, вроде вот ловит, не знаю, посмотрим, сейчас что-нибудь включу. Фу, ребят. Просто 2 куска упали, все. Нет сил просто. Сниму комбез, потому что ну тепло, он тепленький такой, нормальный. Не по погоде нифига. Ну сегодня день, ребят, вообще не заудался. Не знаю, как будет с рыбалкой, как завтра будет с проверкой. Но это, конечно, вообще... Сначала с буром, блин, потом с переметом. Потом с избой. Но все равно, ребят, мы здесь. Все равно мы здесь. Хотел ночью выйти на стук. Ну, постучать, попробовать налима так добыть. Интересно, конечно. Но уже все, ребят, сил нету. Поел все. Начинает просто даже выключать моменты. Ладно, что. Ну, ребят, взял палатку, взял. Скоро обзор. Взял себе наконец-то домик. Ну, правда, надо еще докупать. Но кое-что мне уже подарили. Короче, потом скоро, ребят, не буду сразу карты раскрывать. Короче, скоро будет, мы будем вообще душевно, ребята, гонять. И просто не будем искать вот эти избы зимовье, а мы просто захотели, нам понравилось место. И мы тут просто стали и упали. Я всегда вот этого хотел, мечтал. Потихоньку, ребят, все приходит в реальность, в мечты, сбывается, исполняется. Так что да. Что у нас по времени? Время 9, ребят. Так что потихоньку к ночлегу будем готовиться. Пораньше встанем. Не знаю, посмотрим по бензину, ребят. Вот с той поездкой за буром. Ну да, я потратился там нормально. Туда топтал. Обратно-то, в принципе, быстро долетел по той брань. Но все равно снег валится. Такая погода, температура, это капец. И вроде как неделю, ребят, представляете? Это будет жесть. Этого не надо. Хотел съездить на лесную речку или на то место, куда мы вот с вами ездили. Только мне мужики сказали, что Андрюха ну, возле этого вагона, где я ночевал, ребят, буквально там с километра стоит нормальная изба. Я хотел бы на нее съездить еще посмотреть. Короче, сейчас хочу просто разведывать избы, смотреть. Но вот с этим потеплением большое расстояние надо ехать реально по дороге. Многие места надо ехать по дороге. Если такая тема пойдет, то дороги скроются. Там будет асфальт. Уже никуда не пойдешь. Ладно, братва. Нормально. Пойдет, неплохо. Нормально. Тепло, уютно, сытый, сухие, светло. Есть куда прилечь. Ребята, тут ползает. Рыженькая такая. Ручная. Хлебушек я на пол кинул. Ползает. Где-то он лазит. Раза 3, уже 4 выходило. Не видно.
Кстати, ребят, наконец-то у меня появились приспособлюхи. Заезжал сейчас недавно в магазин, рыбачий с нами, город Сыктывкар. И там парнишка работает, Даня Шапенков. Сделал мне подарок, ребят. Прикольный подарочек. Андрюха говорит, смотрю твои видосы, говорит, хорош, говорит, пальцы травмировать то по щуке, то налима там не можешь достать. Короче, ребят, подогнал у меня щипцы. Ну, классные, то, что надо. С зажимом. И зевник. Спасибо тебе за подарочек. Приятно от души. Кстати, пацаны, у Дани тоже начинающий блогер. Есть свой канал на ютубе. Тоже снимает природу коми. Он еще и охотник хороший. Так что ссылочку, ребят, в описании оставлю. Кому интересно, залетайте, посмотрим. Ну что, родные, время 11 часов. Повалялся немножко. Надо отбиваться, короче. Сил потрачено вообще. Вообще потрачено много. Ну, день не задался вообще у меня. Вообще какой-то непонятный. И снимать уже как будто, знаете, сил нету вообще, не знаю. Да, штатив потерял, блин. Короче, как-то так, ребятки. Ладно, что, до завтра всем. Давайте всем отбой. Я тут с мышкой, наружкой перекантуюсь ночью. Что-то ползает там, шебуршит снизу. Ладно, братва, все, до завтра, все. Завтра увидимся. На связи. Ребята, 7 утра. Блин, хорошо, ребят, поспал. Душевно вообще. Тепло вообще нормально. На улице тепло, не замерз. А так дрова кидал. Печку кидаешь полную, она топится. Ну здесь не особо как бы жарко. Как бы так прохладненько даже, нормально, короче. Спалось вообще шикарно. Выспался, блин. Вчера наработался, сегодня спалось классно, ребят. Так что с добрым утром, страна. Ну что, Балочек, давай до свидания. Ты меня выручил в полном смысле этого слова, выручил. Дверь прикрою, но полностью закрывать не буду. Стартуем на проверку. Ну как на проверку, все будем потихоньку сматывать. Будем смотреть. Повезло нам, не повезло. Вчера день был неудачный. Посмотрим, как с рыбой, ребят. Оставляю баллончик в чистоте, в порядке, все шикарно. В принципе, на первый вид был такой невзрачный, а потом, когда убрался, поставил освещение, все подмел. Даже приятно стало как-то в нем находиться. Он маленький, уютный. Короче, ребят, нормально. Спасибо этому дому. Поедем. Ну давай.
меня раз, два, три, четыре, 5 тычек. Там какие-то на червя стоят, получается. И здесь у меня 10 жерличек стояло. Ну, флага ни одного не вижу. Немного, конечно, грустно. Ну, как-то так. Может, не угадал с местом, может, что-то еще. Последняя наша жерлица, ребят, я здесь оставлял живца. Никто не приходил. Все спокойно. Вода пошла. Страшно пошла. Ладно, что. Буду потихоньку собирать. И надеяться на тычки. На гальку. Не знаю, посмотрим. Да, ребят, много травы. Много травы. Вообще много. Может, из-за этого, не травы, а такая грязь, тина плывет. Может, из-за этого налим здесь не любитель. Ну, по осени здесь отлично ловлю. Не крупный, но попадается. Живцы вон хорошие. Отправляю их в обратную стихию. Ну, хотя переехали они с малой речки на большую, так скажем. Вот такая грязь плывет. Ну, течение, потому что течение. Ну, жалко, что песок у меня не получилось, так как все последние рыбалки, то, что я рыбачил на Лима, все было на песке. Весь налим стоит на песке. Ну, здесь такой небольшой эксперимент был. Попробовал я яму, так скажем, и гальку. Ну вот. Не знаю, сейчас тут у нас на червя стоит. Посмотрим, что на червя покажет вообще. Кто-то ходил, не ходил. Интересно самому. Потому что здесь помимо налима может попасться хорошая рыба. Ну, я имею в виду другая. Ясь, лещ и так далее. Вот, ребят, дождь, охренеть. Вот и февраль месяц, блин. Да. Ну что у нас тут по тычкам? Что покажут тысячки? Чувствуется, что тишина. Червей, вы смотрите, никто не ел. Черви живые, вон ползают нормально. Да. Значит, налима здесь нет, он не ходит. Вот такие пироги, да. Не хочет кушать почему-то. Рыба здесь не прошла никакая вообще. Но идем далее. Сейчас у нас небольшая ямка с галькой, с перемешку. Песок, галька вот такая средняя. Посмотрим, что там. Первая, ребят. Первая была рыба. Ага. Кто-то был. Конкретно все перекрутил. И ушел. Не знаю почему, кто интересно. Но здесь у меня был живец. Вообще он капитально перекрутил. Первая тычка. Ну вот уже какое-то продвижение. Капитальный перекрут. Ну что, живец нормальный. Все хорошо. А подруга? Есть. Один попался, ребят. Вот на такую снасть. 3 поводка. Живец у нас был, да, наверное? 500 грамм, блин, сопляк. Так. Ага, видно, ребят, смотрите. Эту жевал. Плотвичка не выживет уже. Кунек еще может выжить. Давай, братан. Сопляк, блин. 3 поводка, вот как многие посоветовали мне, ребят, сделать снасть такую. Он самый последний хапнул.
Блин, с того места. Тут что ли гуляет? Ну что, Дань, пришло время твоим приспособлением. Конечно, налим-то не крупный совсем. Так, его надо оглушить сначала. Черпак у меня там остался. Посмотрим. О, далеко. Открывать не надо. Да, удобненько, конечно. Доставать. Полотва тебе не понадобится уже, кореш. Смотрите, ребят, какая плотва жирная. Заглотил. То бишь все равно это о чем-то говорит, что не постеснялся. Такой даже шнурок на 500 грамм. До галеченька. Не знаю, но на него надежда есть, скажем, такая приличная. Еще вот жерлицы в корягах, но до них метров 200, ну вроде флага нету. Конечно, далековато, но не вижу ничего такого. Раз, два, три. Тут пяток у меня стоит. Дай бог, что здесь что-то попадется. Интересно, девки пляшут. Поводок сорвал. Это как бывает. Охренеть. Ну и галечник, ребят, не порадовал. Единственное, что на той нету поводка. Блин. Ну я петля в петлю делаю, и 2 оборота еще получается. Тяжело было содрать. Не знаю. Будем надеяться, что это хорошая рыба была. И одного загара. Тишина. Не знаю, не подугадал с места, может, блин. Непонятно. Ну, бывает и так. Вот теперь. Что-то не понравилось. Или как-то неправильно. Ладно, сматываемся. Ну вот. Вот и закончилась рыбалочка. Ну, побывал здесь, да, хорошо. Но результат не тот, который, конечно, я хотел. Но главное, что я приехал сюда и здесь побывал. Это классно, это здорово, конечно. Живцы остались у меня. Все бодренькие, ребят, смотрите. Шикарно. Может, завтра еще и съездим даже по щуке попробуем. Такая оттепель, возможно, щучка тронулась. Давай, Рика, спасибо. Поедем по лесу. Две глухарки, ребят, взлетело. Аж 2 штуки. Я тут сидели, кормились. Потихоньку карабкаюсь. Еду по лесу, сейчас поднял 2 глухарочек. Блин, красота вообще. Радуется душа, что есть еще птица недалеко от дома, так скажем.
есть еще глухарочки, будут приносить потомство и будет птица. Это очень здорово. Все, выезжаю потихонечку. Сейчас доберусь до асфальта, до трассы и до дома потихоньку. Ну, в целом, ребят, поход изначально не задался. То с буром, то с избой. Ну, нашел пристанище, ребят, и тормознул, и переночевал. Хотел ехать домой, но все равно, ребят, остался. Так что нет, как бы говорится, нет безвыходных ситуаций. Все равно что-то можно придумать и как-то обойти эту неважную ситуацию, плохой момент и как-то найти какой-то нюанс. С уловом, ребят, тоже не важно, но не столь важно. Разведочку произвел, посмотрел. Единственное, что не нашел избу и, конечно, такой подвел момент к людям, которые я звонил вчера, они знали избу и просто мне не сказали. Ну, пускай будет на их совести, как бы, ладно. Все равно, ребят, нашел балаганчик, тормознул и нормально. Давайте, ребятки, буду прощаться. Поеду до дому. Не знаю, запланирую еще какую-нибудь рыбалочку. Хочу съездить на озеро, посмотреть, как там с этой оттепелью щука шевельнулась, нет. Так что, возможно, скоро мы рванем. Все, ребят, Дрюня на связи. Всем хорошего настроения. Берегите себя. Короче, почистили понтон, ребят. Я сейчас не проеду, блин. Придется на реку ехать. Понтон почистили, ребят. Проехать не могу. Придется по реке как-то херачить. Там спущу ниже, там по реке пройду. Да и тут, ребят, опасно, смотрите, открылось все. Охренеть. Вот это денек был, блин. Черное все, опасно, блин, идти. А посмотрим. Что-то я очкую, братва. Да. Короче, если рыбалка не удалась сначала, так сразу до конца уже давить. Там все подкрывалось, блин. Но есть бураница. Попробуем, что. Попробуем рискануть. А сходу придется топить. Все подкрывалось, блин.